Новые возможности для игр и занятий спортом. Сибайцев ждут досуговые площадки в рамках реализации программы «Комфортная городская среда». Быстрее, выше, сильнее. В День физкультурника горожан ждет насыщенная праздничная программа. «Знание и сила». Для молодежи прошел мастер-класс по социальному проектированию. А теперь об этом и другом более подробно в эфире выпуск новостей в студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. В июне этого года по итогам визита в Сибай депутата Государственной Думы Зарифа Байгускарова в эфире нашего канала выходил новостной сюжет, раскрывающий комплексный план благоустройства города в рамках федерального проекта партии «Единая Россия». В рамках состоявшейся презентации были оговорены точные сроки, план рабочих мероприятий и объемы финансирования, отведенные на каждый городской объект. В их числе сквер «Юность», прилегающий к территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Беркут», и детский игровой парк возле Дома молодежи «Мир». Работа на данных объектах сегодня подходит к своей финальной стадии. Одним из центральных направлений программы «Городская среда», явившейся основным источником финансирования при возведении нового сквера «Юность», является поэтапное благоустройство мест массового отдыха горожан в центрах и муниципалитетах субъектов Российской Федерации. До сих пор для жителей микрорайона Восточной подобной площадки в пределах шаговой доступности не существовало совсем. По этой причине авторы проекта нового городского сквера постарались охватить почти весь спектр возможных услуг для организации досуга местного населения. Территорию, прилегающую к физкультурно-оздоровительному комплексу «Беркут», сегодня разделяет несколько функциональных зон, среди которых спортивная, детская игровая площадка, сидячие места, зона для выгула собак, парковка и дорожка с беговым покрытием по периметру. Установкой спортивного оборудования, подаренного городу в рамках поэтапного внедрения комплекса ГТО, занимались уфимские подрядчики. Подготовка остальной территории была доверена местной частной организации. Покрытие асфальта под спортивную площадку, то, что видите, прокладка тротуаров. И будет также детская игровая площадка, мини-детская игровая площадка для детей от возраста от 3 до 6 лет. Также предполагается освещение, осталось повесить светильники, также и благоустройство данной территории. Установка скамеек, урн для отдыхающих. Второй этап запланированных на объекте работ предусматривает организацию зоны выгула собак, велосипедной дорожки и мест для парковки. Работы в текущей стадии обещают закончить уже ко дню города. Однако многие заинтересованные горожане уже смогли испробовать на себе качество реализованного на объекте сервиса. 14 современных тренажеров, оборудованных по последнему слову техники, в свободное пользование горожанам. Пользователи социальных сетей шутят, мол, с таким оборудованием вообще не нужны абонементы в фитнес-клубы и неизменно беспокоятся о сохранности объекта. Однако сами конструкции смонтированы так крепко и надежно, что городским вандалам попросту нечем будет здесь поживиться. Конфигурации спортивного инвентаря, представленного в сквере в широком ассортименте, предусматривают возможность комплексных тренировок на все группы мышц. Отличительной особенностью тренажеров является замкнутый контур регулировки весов нагрузки. Диски не извлекаются, а лишь перетаскиваются на разные точки опоры, что исключает возможность их хищения. Другой противовандальной мерой может стать организация на этой территории круглосуточного видеонаблюдения. Не менее серьезно к вопросу организации охраны подходит и на другом объекте. Территория будущего игрового парка, прилегающая к Дому молодежи «Мир», имеет ограждение по периметру, что позволяет установить удобный график посещения и предупредить появление вандалов в темное время суток. Обширная игровая территория со своим Кремлем и Спасской башней с курантами обещает стать излюбленным местом семейного досуга сибайцев. По этой причине важно суметь сберечь драгоценное имущество. Детский игровой парк включает в себя 8 зон. Это песочная зона с различными игровыми элементами. Далее зона для детей, младших детей. Зона для детей среднего возраста. А также зона для детей с ограниченными возможностями. Да. Также предусмотрена спортивная зона. Там будут оборудованы турники, брусья.
Воплотить такую сказку в жизнь на радость сибайской детворе стало возможным благодаря успешному участию нашего города в программе «Игра со смыслом», инициированной благотворительным фондом «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой. Меценатами было выделено более 7 миллионов рублей на приобретение детского инвентаря, монтажом которого сегодня занимается уфимская организация ООО «КСИЛ». Еще 2 миллиона рублей было выделено на подготовку прилегающей территории в рамках программы «Городская среда». Работа находится на стадии завершения. Сейчас приехали уфимские подрядчики, уже начали монтаж детской игровой площадки. На данном этапе нам остается заасфальтировать территорию. Далее уборка, вывоз мусора, ремонт крыльца тоже будет асфальтироваться. Отметим, что будущий игровой парк рассчитан на детскую аудиторию до 16 лет и адаптирован для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Все оборудование соответствует российским ГОСТам и европейским стандартам безопасности. Официальное открытие детского игрового парка намечено на 19 августа. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. В ближайшую пятницу, 11 августа, в Сибае пройдет празднование Дня физкультурника. Мероприятие в рамках этого запланировано в течение всего дня. Что ожидает сибайцев, в специальном интервью нашей программе председателя городского спорткомитета Радика Габитова. – 11 августа мы проводим Всероссийский день физкультурника. Этот уже традиционное мероприятие в нашем городе планируется. В этот день у нас с 9 часов начинается утренняя гимнастика. Это для лиц пожилого возраста и для людей с ограниченными возможностями мы приглашаем уже в ЦДТ. Далее у нас программа с 10 часов, это на центральной площади, пройдет утренняя зарядка с чемпионом. Приглашаем всех также принять активное участие. Далее у нас запланировано мероприятие для детей. Это веселые старты, подвижные игры. Тоже будут проходить на центральной площади. Также будет параллельно проходить у нас и конкурс, это на трехколесных велосипедах, и также у нас будут забеги в ползунках. И основное мероприятие — это в 11 часов торжественное открытие Дня физкультурника, где будем чествовать наших непосредственно работников физической культуры и спорта. И закончится у нас это все массовым забегом в 12 часов. Пользуясь случаем, приглашаем всех желающих пробежаться, пройтись, уже принять активное участие в массовом забеге под девизом «Сибай. Территория здоровья», который стартует у нас от магазина «Огни Сибай» вокруг парка Победы и до магазина «Форвард». Далее следующее у нас уже после обеда спортивные мероприятия начнут уже на спортивных площадках. Это дюша у нас будет проводить, это стритбол. Далее, значит, турнир по волейболу среди любительских команд. Там же будет у нас проходить и прием норматива ГТО. В Фок-Беркуте мы приглашаем туда ветеранов, чтобы приняли участие в турнире по шахматам и шашкам, также домино планируется. Далее у нас в Ледовом дворце будет проходить товарищеский матч среди детей по хоккею. Далее, значит, это мастер-класс по фигурному катанию. И вечерние программы, это у нас непосредственно, это будет массовое катание. Ну и завершится весь этот грандиозный праздник фитнес-марафоном, который стартует у нас в 17:00 на центральной площади. Здесь у нас будет фитнес-марафон от спортивного клуба, это Body Club, который недавно открылся у нас в комплексе Аструм.
Накануне в городе прошел мастер-класс по социальному проектированию. Сибайцев познакомили с автоматизированной информационной системой «Молодежь России». На сегодняшний день на этом ресурсе собрана вся актуальная информация по молодежной политике. Кроме того, с ее помощью можно узнать о грантовых конкурсах. Как это было в материале моих коллег. Полная тишина в аудитории и пристальные взоры сразу дают понять, увлеченность процессом здесь зашкаливает. Проводимый мастер-класс о том, как получить грант и реализовать свой проект, важен для каждого пришедшего. Такое мероприятие для нашего города нечастое явление. Тем не менее, присутствовало большое количество желающих узнать о принципе работы автоматизированной информационной системы «Молодежь России», которая и дает возможность участвовать в грантовых конкурсах. Сегодняшняя встреча направлена для того, чтобы показать, каким образом молодежь может себя реализовать, участвуя на всевозможных всероссийских и международных форумах. То есть сегодня мы подробно расскажем, что такое форум, зачем это надо, как молодежь может реализовать свои проекты, каким образом ребята могут принять участие на форумах, то есть это подача регистрации в АИС и так далее. В Сибае такой мастер-класс проходит всего лишь второй раз, но организаторы отмечают, движение уже набирает обороты. Молодежь начинает активно интересоваться возможностями, которые сегодня открываются любому желающему. Такие подобные мероприятия в районах и в городах в нашей республике необходимо проводить для того, чтобы молодежь узнавала, как же и каким образом можно принимать участие в таких форумах. Форумные компании, форумные мероприятия, которые проводят Росмолодежь и другие общественные организации, их, в принципе, форум проходит очень много. Но для того, чтобы знать, где какие форумы проходят, знать, где какие темы освещаются на форумах, конечно же, необходима регистрация в АИС. Мы говорим о тех форумных мероприятиях, которые проходят, которые полностью оправдывают свое название форума, да, где полностью включены и тренинги на командообразование, и социального проектирования, где не просто это какое-то однодневное мероприятие, где пару лекционных мероприятий проводят и называют это форумами, а именно те мероприятия, то есть те форумы, которые молодежь полностью погружается в эту тему, то есть изучают эту тему и совместно с экспертами разбирают и прорабатывают новые проекты. На мастер-классе выступали ребята, которые уже не один раз побеждали в грантовых конкурсах. Один из таких является член молодежного парламента при Совете городского округа Фаниль Бектимиров. Буквально недавно один из его проектов выиграл грант в размере 100 тысяч рублей. Социальное проектирование, то есть проектное мышление, которое сейчас необходимо для молодежи. Допустим, молодежь что-то хочет организовать, что-то сделать, она может расписать конкретный проект, организовать и затем подать заявку на форумную кампанию Росмолодежи, где также можно получить грантовое финансирование своего проекта. Одна из особенностей автоматизированной информационной системы «Молодежь России» в том, что общественная деятельность пользователей также фиксируется в системе и составляется рейтинг, активная гражданская позиция, набор компетенций и профессиональный опыт, которые приобретают молодые люди, занимающиеся социально полезной работой, очень ценится на кадровом рынке. С таким резюме кандидат на собеседование имеет явное преимущество перед своими конкурентами. Антон Шерстнев, Александр Половнев, Олег Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. И последнее. Подходят к концу летние каникулы, ну а педагоги и воспитатели полным ходом готовятся к новому учебному году. Так, в детском садике «Аленушка» для ребят появились новые островки знаний. Загрязнение воды и воздуха, обширная вырубка лесов. В последние годы эти и другие экологические проблемы становятся все более обсуждаемыми, и для борьбы с ними уделяется большое количество времени и сил. Именно поэтому возникает потребность с малых лет давать детям больше знаний о природе, о том, что ее нужно беречь и как за ней ухаживать. Так, в год экологии все детские сады Сибая сделали на своих площадках тематические уголки, которые развивают детей в этом направлении. В детском же саду «Аленушка» пошли еще дальше и организовали целые островки. Здесь юные почемучки получают ответы на многие свои вопросы. Мы развиваем в детях знания, сдаем детям знания о природе, об экологических проблемах, воспитываем в детях любовь к природе, правила, как нужно вести себя в природе, что нельзя, что нужно делать. В общем, развиваем детям все то, чтобы они любили, знали и берегли экологию.
В садике ребятам не просто рассказывают, что природу надо оберегать, а стараются наглядно демонстрировать это. На участке расположен специально сделанный пруд, с которым воспитатели связали легенду о водяном. Дети узнали, что когда-то недалеко от деревни Максютово было озеро, в котором жил хозяин вод. Многие люди пытались поймать его, и один лишь джигит предложил сделать это нехитрым способом, с помощью сапога. Затея удалась, и водяной оказался в ловушке, но лишь на мгновение. Ему быстро удалось освободиться, и с тех пор его никто не видал. Озеро же вскоре пересохло. Народная мудрость гласит, к природным ресурсам относиться надо бережно. Водяной был хранителем озера, люди обидели его и выгнали с законного места, а вместе с ним потеряли и озеро. Вот на таком примере дети ясно понимают, что такое хорошо и что такое плохо. Кроме того, в садике есть метеоостровок, где ребятам объясняют и показывают, как мерить глубину снега и составлять прогноз погоды. Есть островок развития, где у воспитанников развивают мышление и моторику рук. Не обошлось и без островка ПДД, где мальчишки и девчонки изучают правила дорожного движения. В Аленушке постарались и создали все условия, чтобы подрастающее поколение получало хороший багаж знаний по самым разным сферам. Александра Половнева, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Такими были новости среды. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. Кроме того, свои новости, вопросы или пожелания вы также можете сообщать на сотовый телефон службы новостей 8 927 303 43 43, либо писать сообщения в Вайбере и в WhatsApp. Связь доступна в рабочее время. На этом все. В студии работала Наиля Ахмедшина. Удачи, берегите себя.